эта симпатичная девушка наша ведущая, Анастасия. Она учится готовить, но не по кулинарным книгам, а на практике. Сейчас она ждет у себя на кухне гостей. Обычно хозяйка угощает, а у нас все наоборот. Гости приходят, чтобы научить Анастасию готовить и угостить ее вкусным блюдом. Но это еще не все. Гостей у Анастасии всегда двое. Один готовит, а второй в отдельной комнате наблюдает и комментирует. Такие у нас правила. Так что приготовьте блокноты и ручки, записать рецепт. Обещаю, будет вкусно. Здравствуйте! Это программа «Вкусный мир» и я, ее ведущая Анастасия Трегубова. С каждым днем наш вкусный мир становится все вкуснее и вкуснее, а наша кулинарная книга все интереснее. Я приглашаю вас в увлекательное путешествие по вкусному миру национальных блюд. Кулинария не только экзотика дальних стран. Жареные осьминоги и печеные трюфеля. Чем дольше живет человек, тем больше понимает, что хорошая кухня в другом. В том, чтобы каждый день за простым повседневным обедом еда была вкусной и разнообразной. Ингушская кухня простая и рациональная, как любая горская. А познакомит нас с ее секретами моя сегодняшняя гостья Лидия Мизиева. А наблюдателем будет олимпийский чемпион по боксу Рахим Чехкиев. Лидия Мизиева родилась в Грозном, росла во Владикавказе, но еще ребенком переехала в Москву. Закончила факультет журналистики Московского государственного университета. Работала на радио. В данный момент является ведущим специалистом пресс-службы постоянного представительства Республики Ингушетия при президенте Российской Федерации. Ежегодно посещает своих многочисленных родственников в Ингушетии. А в роли наблюдателя сегодня знаменитый земляк Лидии, мастер спорта международного класса, победитель международных турниров по боксу в Сараево и Дублине, финалист Кубка мира по боксу 2006 года, чемпион России по боксу 2007 года, олимпийский чемпион Рахим Чехкиев. Лидия, Рахим, проходите, пожалуйста. Эрдик Алчин. Хорошо. А как мне нужно ответить? Шынахалт Эрдик. Да. Вы сможете это произнести? Шынахалт Эрдик. Для первого раза ничего. Неплохо получилось. Ну, я смотрю, вы уже познакомились. Да, мы познакомились только сейчас, но выяснилось, что мы из одного села. И мне очень приятно, что с такой маленькой деревни... Вы сегодня встретились у меня на кухне, Да. грубо говоря. Но Лидия, понятно, она женщина и часто готовит. А тебе приходится? Знаете, по молодости я как-то готовил, было дело. В основном яичницу готовил. Вот. Ну, сейчас я отбивную приготовил бы с удовольствием. Из кого? Надеюсь, отбивная будет не из нас, если тебе не понравится. Ну, хорошо. Но сегодня у тебя немножко другая миссия. Тебе придется наблюдать, комментировать, в конце программы уже оценивать наши кулинарные таланты. Так что... Я с удовольствием это сделаю. Будет очень приятно понаблюдать и, надеюсь, будет очень вкусно. Так что, Рахим, я предлагаю тебе занять традиционно в нашей программе место наблюдателя-эксперта. Лидию я приглашу к столу, будем с ней тут колдовать. Ты, самое главное, смотри, все внимательно, ничего не упускай. Ну все, увидимся тогда в конце пока. программы. Так, ну а тебе, Лидия, я предложу фартук. Лидия, каким блюдом мы будем сегодня удивлять Рахима? Ну, сегодня мы постараемся приготовить сыскл. Это древнее блюдо всех ингушей, горцев, которые жили еще в далекие времена в горах. И вместе с ним будем готовить соус, который называется кодер. Потрясающе. А какие ингредиенты нам с тобой понадобятся? Мы тут уже подготовили. Это кукурузная мука, яйца, кефир, сода, топленое масло, немножко соды и домашний творог. Так, ну давай тогда начнем. С чего? Так, нам нужно подогреть кефир. Так. Помешиваю его, не доводить до кипения. Также параллельно мы растопим 1 столовую ложку Топленого масла. масла. А это праздничное блюдо или все-таки повседневное? Ну, его можно делать и как на праздники, и как на повседневную еду. Просто она очень питательная, и его можно употреблять не только с соусом, который мы делаем сегодня, а как, допустим, кусочки кидать в молоко и есть как хлопья по утрам, как делает моя мама иногда. Так, а для чего мы растапливаем уже топленое масло? Да, мы это будем добавлять в кефир вместе с солью, содой и яйцом. А какие праздники существуют в Ингушетии? Праздники.
Ну, как все стандартные праздники, это, я думаю, здесь хватит. Это Новый год, дни рождения, 8 марта и так далее. Но самый главный праздник – это, конечно, праздник Рамадан. Рамадан. Да. Его ждут все молодые люди, все девушки с нетерпением от года в год. А почему молодые девушки и молодые люди его ждут? Ведь там же много ограничений. Отличие этого праздника ингушей в том, что помимо родственников, которые могут прийти домой, поздравить с началом праздника, приходят молодые люди, которых ты можешь совершенно не знать. То есть они приходят именно познакомиться с молодыми девушками, пообщаться, потому что в этот день, в эти 3 дня, двери открыты для всех. Соответственно, ты всех должен принять, всех обслужить, со всеми пообщаться. И часто так бывает, что в дальнейшем те молодые люди, да, которым там понравилась девушка, они ищут, там, как выйти еще на нее, там, координаты. И потом уже, может быть, даже женятся. Домашний быт ингушей связан с тем временем, когда они жили большими родами в каменных башнях. Хозяину дома подчинялись все беспрекословно. Уважение к старшим – основа и праздников, и будничных обедов. Обед подают сначала хозяину, затем хозяйке, уже потом остальным мужчинам и детям. В последнюю очередь едят невестки. Жена хозяина может сидеть в присутствии мужа, в то время как сыновья садятся лишь после неоднократного предложения и если в доме нет гостей. При гостях молодые члены семьи должны почтительно слушать беседу старших и накрывать на стол. Отец не должен пить и курить при детях. Даже косой взгляд в сторону матери недопустим, не говоря уже о дурном слове. Детей с малолетства учат, как встретить гостя, как угостить, куда посадить, какие оказать почести, даже если он пришел глубокой ночью. При этом маленьким детям до 3-5 лет практически все позволено. В честь рождения ребенка обязательно устраивается праздник, когда приходят все родственники с угощениями, курами, пирогами, лепешками. Затем проводится религиозный обряд мовлад. И после этого хозяин устраивает званый обед. Так, посмотри, пожалуйста. Я думаю, уже- хватит. Да, уже немножко подогрелся кефир. Так, теперь нам нужно его вылить в миску. Так, выливаем. Мне кажется, мы даже его перегрели немножко. Ну, ничего страшного. Так, в теплый кефир добавляем Топленое. топленое масло. Нам нужно еще добавить чайную ложку соли. Так. Главное не присолить в этот момент. Без горочки. Соду добавляем. Да, 1/3 чайной ложки соды. И... Нет, по-моему, это много. Вот так, да? Угу. Так, ну, значит, молодые люди приходят в начале праздника Рамадана в гости, выбирают себе невесту. Да. Как происходит сватовство и уже, если кому-то посчастливится, замужество? Или Ну, женитьба? Вот. Если, допустим, молодые люди уже назначили, точнее, уже согласились к семейной жизни совместной, они, соответственно, родственники жениха засылают стариков к будущей своей жене. И там уже обговаривают все детали, да, день свадьбы, колым, безусловно, который отдается родственникам невесты. Ну, в нашей республике минимум это около 12 тысяч, насколько я знаю. Но это никого не ограничивает. Кто хочет, может, конечно, больше дать. 12 тысяч Рублей. рублей. Да. Я хочу еще добавить, что как проходит наш праздник, очень самый популярный праздник в Ингушетии – это Рамадан. Вот. Очень этот праздник, можно сказать, ждут в течение целого года, так как после этого праздника, да, молодые люди в основном заключают счастливые браки. Начинается, как говорится, вот, пальба, да, вечером, когда появится луна и первая звезда на небе, да, и это оповещается призывом муллы. После молитвы считается, что праздник состоялся, праздник начался. Вот. Очень много молодежи выбегает на улицу, вот, в основном с большими пакетами, они собирают конфеты, каждую семью хотят прийти в гости, поздравить, и за это им полагается конфетка или там
какой-нибудь орех. А в прошлом году, я помню, был очень во многих, заезжал ко многим знакомым и даже незнакомым людям, да, все были рады меня видеть, и мне было это приятно. Вот. Тем более в тот год, 2008, когда я выиграл Олимпийские игры, вся республика меня чествовала, и все, буквально все меня знали, и меня было приятно видеть у себя дома. Так, нам нужно теперь это все, Венчик? да, перемешать. Нам нужно приготовить сковородку, Мгм. обмазать ее топленым маслом. Так, то есть сковородку мы обмазываем топленым маслом. Да, и ее нужно хорошо раскалить. Так, и желательно обмазать еще стенки, потому что тесто у нас будет... Для этого я возьму венчик. Попробую вот так. Мгм. А я параллельно буду добавлять муку. Именно кукурузная мука? Да, нужна? именно кукурузу, потому что в этом и вся особенность этого блюда, этой лепешки. Так, мы добавляем около 3 стаканов до такой Консистенции сметаны. консистенции сметаны. Мгм. Так, я помазала сковородку со всех сторон. Можно ее ставить на огонь? Сейчас мы доготовим наше тесто, чтобы у нас слишком сильно не раскалилась наша сковородка. И потом, что мы делаем с этим тестом? На сковородку. Да, потом нам нужно все перенести на сковородку. Добавляем еще немножко кукурузной муки. А я слышала, что у ингушей существует такое понятие, как шуточное сватовство. Мероприятие очень забавное. Да, мероприятие не то что забавное, это целое искусство. Я лично не присутствовала никогда, но я слышала от своих бабушек, от мамы, от своих тет, что к этому готовятся не только молодые люди, но и девушки. И даже есть своеобразный, как сегодня говорят, фейс-контроль. Так. То есть девушка должна быть подготовлена. В смысле, у нее должен быть хороший запас не только ума, но и словарный. Она, Чувство юмора, да, наверняка чувство юмора, понадобится. она должна уметь танцевать. Грубо говоря, она должна делать все должна уметь. И должна, соответственно, в правильном русле ответить молодому человеку. И вот когда происходит вот это действие между молодыми людьми и девушками, то именно в этот момент определяется самое смекалистое, самое умное, самое-самое, одним словом. То есть, получается, собираются молодые люди и девушки. Да, с одной стороны как бы садятся молодые люди, с другой стороны молодые девушки. И с одной и с другой стороны есть тамада, которые соревнуются друг с другом и показывают свои умения. Потрясающе. Ну, потом, соответственно, и женится, кто понравился. Ну, кому повезет. Ну да. конечно. Так, я думаю, еще немножко нужно добавить. Еще немножко. Потому что у нас... Я просто боюсь не переборщить, дабы у нас не получилось не как с Даже маслом, не как если сметана. мы переборщим, это не испортит блюдо, просто сама лепешка будет немножко не мягкая, а такой твердоватой. Я думаю, хватит. Иначе мы заставим Рахима есть твердую лепешку. То есть практически. А вообще, какие блюда характерны для ингушской кухни? Традиционно все мясные блюда, да. Но я хочу сказать, что в нашей ингушской кухне их не так много, так как мы знаем, что традиционно лучшими поварами мира считаются мужчины. А у нас так не заведено, что мужчина был на кухне, да. Мужчина там зарежет там скотину, да, он доставит все нужные продукты, но сам на кухне он не будет что-то готовить, да. Это прерогатива женщины. И естественно, много блюд с мясом, вот. Ну, чисто традиционно, чисто ингушские, там это дулхалтам. Еще это, конечно, лепешки, которые называются чапельгиш. Это
лепешки с начинкой картошки, может быть, творог или что-нибудь подобное. Я думаю, Уже пора. да, нам нужно поставить. Так, ставим сковородку на огонь. Так, сейчас еще помажу получше. Так, нам еще понадобится крышка, чтобы накрыть. Вот Ну такая и- подойдет? Да, Прозрачная. подойдет. Я думаю, можно уже... Сейчас огонь немножко сделаю поменьше. И давай. Ты придерживай, Держу. а я буду... Ну, красота. Так, где-то через час нам нужно будет ее перевернуть, а пока мы ее накроем. Через час Через час. накрываем. А пока не пройдет час, я советую крышку не поднимать. Мгм. Не будем. В моей семье не очень часто готовили это блюдо. Но моя бабушка, которая живет рядом, она всегда готовила сыскал, то есть кукурузную лепешку. А вы знаете, я могу сказать, что это очень питательная лепешка, очень вкусная. Мы еще также крошим ее и добавляем молоко и кушаем так, как бы. Получается что-то типа вот молочной каши такой. Вот. Очень питательная и как раз таки и мне, как спортсмену, наверное, все-таки очень она восстанавливает и бодрит. Вот. Очень калорийное блюдо. Да, сейчас мы приступим к готовке нашего соуса кодер. Для этого нам нужно одну миску и доску вместе с ножиком, да. Так. Ну, просто этот кусок для нас большой, поэтому мы немножко возьмем поменьше. Я думаю, чуть больше половины. Так, ну это у нас творог. Да, этот творог, он домашний. Бывает двух видов у нас в Ингушетии. Это соленый и не очень. В данном случае это не очень соленый, поэтому мы по вкусу добавим соль. Так, то есть для соуса мы берем несоленый творог, желательно домашний. Да. Нам нужно его размягчить. Так, какой-то странный способ размельчения. Нет, все получится, главное немножко упорства. Для того, чтобы он у нас не растаял под горячим маслом, нам нужно добавить сюда желток. Именно желток. Да, именно желток. Так, сейчас нужно очень аккуратно отделить желток от белка. Я попробую это сделать. Давай попробуй. Я помню, когда-то ела еще гоголь-моголь. Такое. Так. Значит, отделяем желток от белка. Вот так лихо наша ведущая отделила белок от желтка. Практика, практика и еще раз практика. И огромное желание научиться. Вот и все, что вам понадобится, чтобы стать отменным поваром. Так, ну все. Так, давай. Да. Сейчас мы посмотрим, хватит ли одного для такого количества творога. Если хватит, то, я думаю, можно будет добавлять масло. Так. Масло у нас топленое. Да, топленое, нам нужно его растопить. Растапливаем 3 столовых ложки топленого масла. Да. Так. Как, достаточно белка? Ой, Я желтка. думаю, да, Желтка вполне. достаточно. А я знаю, что на Кавказе не принято резать хлеб ножом. Его обычно отламывают. Почему так пошло? Ну, так как хлеб – это святой источник жизни, мы очень трепетно относимся к этому продукту и даже стараемся его по возможности никогда не выкидывать. Но в данном случае нашу лепешку никогда не режут, ее исключительно только ломают. Хлеб, ну, безусловно, у себя дома я режу хлеб, но знаю, что в Ингушетии во многих семьях его никогда не режут, и мужчины даже у нас любят всегда ломать его. Так, я растопила. Так, давай его добавим вот сюда вот. Добавляем в творог растопленное масло. Ой, запах какой потрясающий получается. Да, я думаю, соус у нас получился. Да? Да. Единственное, нужно проверить на вкус, на соль. Можно я попробую? Да.
Вот я люблю не очень соленое. Тогда, я думаю, каждый добавит себе по вкусу. Точно. Так, соус у нас готов. Мгм. Так, ну что, нам осталось только перевернуть лепешку. Да, осталось перевернуть лепешку и потом приглашать гостей. Итак, для ингушской лепешки с соусом нам понадобится пол-литра кефира, 3 стакана кукурузной муки, 2 яйца, топленое масло, полкилограмма домашнего творога, соль и немного пищевой соды. Первый час на исходе. Самое время перевернуть нашу лепешку. Долгожданную. Да. Так, нам понадобится еще одна лопаточка, чтобы как-то Эй, как она шипит. трещит, я бы сказала. Так, давай я Ага. попробую сейчас. Так, аккуратненько. Ова. Ну, чуть-чуть у нас пригорело, но я думаю, вкус от этого не изменится. А еще для хорошей хозяйки очень важно верить в успех и быть настроенной позитивно. Подумаешь, лепешка немного подгорела. Ничего страшного. Голодные родственники вам все простят за желание порадовать их домашней едой. Очень Можно даже. опять накрыть. И еще подождать час. Еще час. А через час мы уже будем накрывать на стол. И приглашать нашего боксера Рахимыча Киева. Напоминаю вам основные этапы приготовления ингушского блюда сыскал. Сначала нужно, помешивая, подогреть кефир, не доводя до кипения. В это же время в другой емкости растопить 1 столовую ложку топленого масла. Когда кефир станет теплым, его необходимо перелить в миску, добавить туда же 1 столовую ложку растопленного масла, 1 яйцо, 1 чайную ложку соли и 1/3 чайной ложки соды. Все это необходимо хорошо перемешать, после чего добавить 3 стакана муки, чтобы тесто получилось жидким. Пока готовится тесто, ставим достаточно глубокую сковородку на плиту, смазать ее топленым маслом и довести до высокой температуры. На горячую сковородку выложить готовое тесто, закрыть крышкой и поставить на маленький огонь. После часа или, возможно, чуть больше перевернуть тесто золотой корочкой кверху и подождать приблизительно столько же, пока приготовится вторая часть так называемого пирога. Пока готовится лепешка, делаем соус. Для этого необходимо растопить 3 столовые ложки топленого масла. В отдельной емкости размягчить творог, добавить в него желток, перемешать и залить все это сверху 1 столовой ложкой растопленного топленого масла. Кукурузная лепешка у нас готова. Который называется сыскал. Творожный соус у нас тоже готов. Да, кодер. И теперь самое время позвать Рахима. Рахим! Мы волновались. Ну, думаю, вам не стоит волноваться. Я думаю, это блюдо очень сытное, очень вкусное. И Мы надеемся. Да, то есть лепешек, слава богу, из нас не надеюсь- получится, да? Надеюсь, у вас умелые руки, Так. и я сейчас продегустирую, наверное. Ну вот ты можешь своими руками и попробовать сломать. Да, и поделиться тоже с нами. Обязательно, хорошо. Так, Как бы это сделать, так аккуратно. Так, так, это Лидии. вот так. Горячо? Ну, нет, терпимо. Так. Вот так. Ну, а все остальное тебе, как я понимаю. Как мы Так, накладываем я сейчас соус? положу соус, наш кодер. Так, и мне. Ну и сейчас вы покажете, как это все правильно есть. Да, я думаю, Рахим Ну, как есть. не раз. Берем в руки. Сам процесс Вообще, еды. не только по-ингушски, по-мусульмански принято и есть правой руки. Мгм. Вот. И В соус надо намокать? да. Макнем в соус? Ну, этот соус, кодер, мы можем, в принципе, могли бы положить и в маленькую такую чашечку, да, вот, и брать Да. ложечкой чайной, да. Ну, ничего, можно и так, в принципе. Ну, давайте. Давай. Попробуем. Как вкусно. Замечательно. Очень Потрясающе. Только мне кажется, не Самое хватает главное, соли. это блюдо очень сытное. Вот. И мне, для как спортсмена, я очень часто у бабушки ел это блюдо и ем. Вот.
И также дополнительно и с молоком тоже. Ну, то есть можешь приезжать в гости к Лидии в село. Вот, она будет кормить тебя этими замечательными кукурузными лепешками. С удовольствием отведал бы их в любое время. Ну что, хочу сказать вам большое спасибо, что пришли сегодня ко мне в гости, нашли время. Ну и, как говорится в нашей программе, приятного аппетита. И, конечно же, до свидания. Олег Хилович. Олег, хочу. А это была программа «Вкусный мир». Программа не только вкусная, но и очень полезная. Я, Анастасия Трегубова, обещаю, наша следующая встреча будет такой же вкусной. Увидимся.